смотрит нас онлайн, подключается. Добро пожаловать. У нас кто-то внизу еще есть или нет? Люди! Собрание здесь! Народ в снегу. Поднимайтесь! Народ в снегу застрял. Бог благ! Аминь! Так здорово видеть вас всех! Давайте мы поднимемся на наши ноги, мы благословим сегодняшний день, сегодняшнее собрание, и мы прославим Господа. Аллилуйя! Господь, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, благодать, за возможность, что Ты даешь нам приходить сюда, славить Тебя, поклоняться Тебе, слышать от Тебя, назидаться, Господи, получать что-то в свою жизнь. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас. Господь, наполни. Я прошу Тебя, Господи, чтобы никто, кто сегодня присутствует здесь или смотрит нас онлайн, он не ушел равнодушным. Господи, Ты знаешь нужды нашего сердца лучше нас самих. Господи, я прошу Тебя, кому нужно назидание, пусть получит назидание. Кому обличение, обличение. Кому увещевание, увещевание. Господь, пусть никто не уйдет равнодушным. Ты коснись каждого. И, Господи, мы славим Тебя, ибо Ты великий Бог, Ты царь царей. Ты держишь руку над всем. Ты контролируешь все на этой земле. И мы воздаем Тебе честь и хвалу. Аминь. Лоза, если весь свой сок я ведь твоя, ты виноградарь мой благой, очисть меня своей рукой.
поднял из праха жизнь мою. И привел меня в обитель свою. Иисус, на крыльях орла ты несешь меня, в твоей крепкой руке покоюсь я так счастлив с тобой, я не буду в тебе, твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос твой, и приближу к себе, и наполню собой мое сердце вложит свою мечту. Я с тобой смогу, Господь. На крыльях орла ты несешь меня, в твоей крепкой руке покоюсь я так счастлив с тобой, я не буду в тебе, твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос твой, и приду к тебе, и наполню собой мое сердце вложи свою мечту. Знаю, видишь меня, я с тобой все смогу, 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 Господь, я с тобой все смогу, Отец, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу, Господь, я с тобой все смогу, Господь, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу, Господь, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу, я с тобой все смогу. На крыльях орла ты несешь меня, в твоей крепкой руке покоюсь я так счастлив с тобой, я не буду в тебе, твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос твой, и приблизу к себе, и наполню собой мое сердце вложи в свою мечту. Я с тобой все смогу, Господь. На крыльях орла ты несешь меня, в твоей крепкой руке покоюсь я так счастлив с тобой, я не буду в тебе, твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос твой, и приблизу к себе, и наполню собой мое сердце вложи в свою мечту. Знаю, веришь меня, я с тобой все смогу, 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 я с тобой все смогу.
падали снежочек, смогли добраться и увидеться. Слава Господу! Драгоценные, мы всегда приходим к Господу и молимся Ему. Есть разные виды молитв, но мы, когда собираемся вместе, мы молимся также одной из молитв, это молитва за нужды. Да? Потому что пока мы здесь, на земле, у народа Божьего есть нужды. К сожалению, но они есть, и они будут. Поэтому я хочу, вы знаете, вот много может усиленная молитва верующего. Усиленная, да? Сила высвобождается, когда мы вместе молимся. Почему так важно собираться вместе и молиться? И поэтому не важно, что вы не подошли ко мне, я не знала тоже, что буду сегодня именно я вести молитву, и не сказали эту нужду. Господь знает. Так почему же мы все-таки с вами молимся? Почему, если Господь знает все наши нужды? Ну и пусть восполняет. Чего же мы молимся-то Ему? Вы знаете, когда мы обращаемся к Нему, это мы показываем, что мы нуждаемся в Нем. Нам нужна Его помощь. Аминь? Аминь. И поэтому, драгоценные, просто прострем свои сердца, руки к Господу. И сейчас согласимся в молитве помолиться за те нужды, которые есть еще у народа Божьего. Дорогой Господь, мы как церковь, прежде всего, славим Твое святое имя, превозносим Тебя, Господи, возвеличиваем, Господь, и преклоняемся пред Тобой. Спасибо Тебе, Господь, что мы всегда можем приходить к Тебе в молитве, Господи, всегда, в любое время, потому что Ты слышишь и Ты отвечаешь. Ты благой, Ты человеколюбивый, Ты верный. Господи, спасибо Тебе. И сейчас, Господь, мы как церковь, мы молимся, Господь, за все тело Христово, которое здесь, Господь, на территории Якутии, в городе Якутске, и которые братья и сестры на Дальнем Востоке, Господь. Мы молимся и просим Тебя о Твоем покрове. Мы нуждаемся в этом, Господи. Мы нуждаемся в водителе Духа Святого. Господи, веди и направляй каждого из нас. И как тело, Господь, нас, да будет, Господь, Дух Божий, Дух Христов, Дух Святой, управляй сердцами нашими, Господи. Мы молимся Тебе, Господь, за ту обильную благодать, Господь, чтобы Ты изливал и давал, Господь, просто дух мудрости и откровения пастырям, Господь, лидерам, каждому члену церкви, Господи. Благослови во имя Иисуса Христа, Господи, чтобы это помазание, Господь, с головы, Господь, оно стекало на Твоих служителей, Господь, на все тело, на каждого члена. Господи, благослови, мы нуждаемся в этом сильном Твоем помазании. Мы нуждаемся в водителе, Господи. Мы нуждаемся в силе Твоей, Боже. Мы нуждаемся прежде всего в Тебе. Спасибо, Господь. Ты сказал, возложите все заботы на меня. Это Ты нам доверил это. Ты сказал, чтобы мы молились. Боже, мы молимся сейчас за каждую нужду, которая есть у Твоего народа. У тех, прежде всего, которые здесь стоят, которые простерли свои руки и сердца, Господь, к Тебе, уповая на Тебя, что Ты Бог милующий, который восполняет нужды по богатству славы Христом Иисусом. И мы сейчас, Господь, просто соглашаемся, Господь, с этим. И мы высвобождаем из Твоей сущности, кто есть Ты, Господь, эту силу исцеления. Силу исцеления, Господи, для Твоего народа. Да будут восстановлены, Господь, каждый орган физический. Да будет восстановлен, Господь, и исцелен. Души, Господь, Твоего народа. Да будет, Господь, восстановлены связи, взаимосвязи, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, чтобы не было болящих. Не было болящих в теле Христовом. Как не было болящих, когда, Господь, они шли в пустыне, так и сейчас, Господи, да не будет во имя Иисуса Христа. Господи, чтобы Твоя церковь, она была как сильная армия, Господь. Благослови нас в этом, Господи. Благослови, просто по вере принять. Мы живем верой Твоей, Господи. Божьей верой мы живем. И уповаем, Господь, что сила Твоя будет проистекать через нас, Господь. И там, где мы будем светом во имя Иисуса Христа. И сейчас, Господи, пусть каждый, кто нуждается в работе, Господи, да будет открыты двери Тобою. Если Ты откроешь двери, никто не закроет. Расположи сердца, Господь, начальствующих, чтобы, Господь,
Твой народ, он имел обеспечение, чтобы каждый мог возможность трудиться и быть благословением для этого мира во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Мы не будем перечислять все нужды. Ты знаешь, мы просто поверим, принимаем, Господи, и благодарим Тебя. Спасибо за те чудесные исцеления, которые уже, Господь, произошли, за те, Господь, обеспечения, которые Ты уже излил. Слава и хвала Тебе, Господь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Вы знаете, что у нас добрая традиция, мы благословляем детей, и поэтому дети, подростки, вы можете выходить, если есть беременные, также можно выйти. Мы помолимся, мы благословим вас. Аллилуйя. Слава Богу. У нас еще не все, но потихонечку выходим. Вы знаете, да, что в наших словах есть власть. Не в том смысле, что мы, как родители или как взрослые, имеем власть. Это тоже, мы имеем власть над детьми, пока они не выросли. Но наши слова, они имеют духовную власть. Ты можешь соглашаться с этим, можешь не соглашаться с этим. Но если ты принял Христа как своего Господа и Спасителя, то у тебя есть власть. Не потому, что ты такой крутой, ты какой-то прокачанный, но из-за крови Христа. Из-за Него у тебя есть власть. И ты можешь что-то провозглашать в жизнь своих детей, чужих детей, и это имеет силу. Давайте мы будем пользоваться этим, то, что дал нам Христос. Аминь. Давайте мы провозгласим что-то благое или хорошее. Благословлять – это значит провозглашать что-то хорошее. Господи, мы благодарим Тебя за каждого ребенка, кто здесь сейчас присутствует, также за каждого ребенка и подростка, который в нашей церкви, но их сейчас здесь нет. Господь, мы благодарим Тебя за них. Мы приносим Тебя и просим, Господь, пусть Твоя рука она будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господь, дай им каждому определиться в жизни. Господь, Ты для чего-то, Ты написано, что верующим в Тебя Ты приготовил благие дела, чтобы исполнять. Господь, пусть каждый из них, он найдет свое призвание. В чем-то Ты благословил особенно, Господь. Пусть у них не будет никаких мук, сомнений, терзаний. Господь, помоги им найти свое предназначение, свое призвание, Господи, и благослови их обильно в этом. Мы их благословляем, Господь, пусть они будут лучшие в чем-то, в какой-то сфере. Господи, мы просим Тебя также за их будущих супругов и супруг. Господь, благослови их детей, которые будут у них в свое время, Господи. Пусть у них будут крепкие семьи. Пусть они поступают по слову Твоему, как Ты сказал, что оставит человек отца своего и мать и присоединится к другой половине и будут одна плоть. Господи, благослови их во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя, чтобы всякая болезнь этой весной, она обошла их стороной. Пусть они будут крепкими физическим здоровьем и также духовным здоровьем. Благословляем их, чтобы у них были хорошие друзья, которые будут оказывать положительное влияние на их жизнь. У них будет крепкий характер, я провозглашаю каждому, что они будут отличать добро от зла сознательно, и они не будут идти на компромисс со своей совестью. Во имя Иисуса пусть будет так. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! И сейчас... У нас есть еще, мы сейчас еще споем одну песню, прославим, но и потом мы перейдем к слову. Но перед этим я бы хотел, чтобы мы сделали еще одно священное действие. Вы знаете, что мы даем пожертвования, десятины. И если вы первый раз, и вы не понимаете, что происходит, вы просто не переживайте, ничего не делайте. Это не поборы. Мы делаем это добровольно. Написано, что доброохотно дающего любит Бог. Аминь. Поэтому, если у тебя есть какие-то сомнения, расслабься и не переживай. Но если ты знаешь, пусть Господь Он благословит тебя, если ты даешь. Аминь. Меня вообще нормально слышно?
А тембр голоса и нормально это все. Просто как-то изменилось, микрофон другой, мне кажется, что как в бочке. Может, просто еще ревет? Да. Ну, потом, да. Вы знаете, да, что церковь, она существует, потому что Господь, Он глава, аминь. Но мы живем в этом мире, где за все, к сожалению, большому, нужно платить. И поэтому церковь, она существует в физическом мире на те средства, которые ты и я мы даем. Мы не получаем деньги откуда-то по почте, переводами или еще каким-то образом. Но мы существуем на то, что мы даем. И поэтому я благословляю вас. Я ободряю давать. Хорошо? Итак, давайте мы все-таки поднимемся еще раз. И мы споем еще одну песню. И мы перейдем к слову. Дышу тобой, живу тобой. Все, что во мне, принадлежит тебе, Господь мой. Дышу тобой, живу тобой. Все, что во мне, принадлежит тебе, Господь мой. Я твой.
Вы присаживайтесь. И спасибо прославлению. Вы знаете, что может быть, кто-то знает, кто-то не знает, что я и моя жена, мы были в Белгороде в гостях у Бориса Кохана. Вы помните, приезжал к нам такой пастор из города Белгорода. Он приезжал с организацией Ebenezer. Вы помните, когда мы делали молитвенный марафон, и он у нас проповедовал, но потом он также проводил семинары на тему отношений в семье и вообще по поводу незамужних, неженатых. У нас также семинар для них был. Я вам передаю большой привет от них, от его жены Лены. Ее здесь не было, но вы знаете, это удивительно ездить, когда куда-то по другим регионам и видеть, что там есть верующие. Люди совершенно разные, они живут в совершенно других условиях, но они поклоняются тому же самому Богу, которому мы поклоняемся. И удивительно, что Бог, Он также отвечает им. Потому что Бог, Он живой. Поэтому, если ты куда-то едешь, Бог, Он везде, Он вездесущий. Аминь. Он присутствует везде, и в этом великая тайна и благодать для нас. Что где бы ты ни был, Господь, Он всегда с тобой, но также есть люди, с которыми ты можешь найти общение, и которые тебя понимают. Это здорово. Я, может быть, как-то поделюсь вообще. Нас очень хорошо принимали, радушно. Я проповедовал в воскресенье там. По отзывам тоже вроде бы хорошо было. Да, слава Богу. Вот поэтому люди как бы передавали привет. Там на самом деле очень много людей, вообще с северов. Вот с Сургута были, с Мурманска. То есть люди, как у нас, они переезжают на юг. Если кто не знает, Белгород это на границе с Украиной. То есть там до Харькова километров 50, по-моему. 80 меня поправляет. Рядышком. И вообще это когда-то была Курская область, это рядом с Курской дугой. Село Прохоровка. Если кто знает, было самое большое танковое сражение во время Второй мировой. Вот там рядышком. То есть прежде чем двинуться на Прохоровку, немцы, они прошли вот как раз там. Были большие бои. Поэтому мы походили по музеям, в том числе было здорово. Вот, большой привет вам. И также, вы помните, что у нас Рафаэль был? Кто помнит еще его? У нас было хорошее время. Вот он просто переписывается, он у Олега с Натальей останавливался. Говорит, там уже 28 градусов было. В смысле тепла. Надо же. У нас тоже вроде весна начиналась. Аллилуйя. Вы вообще живые? Я понимаю, что снег выпал, но все равно как-то как приморозило вроде. Нет? Нормально все. Сегодня я бы хотел поделиться с вами. У нас скоро Пасха. Наверное, самый большой праздник, когда... Что мы празднуем на Пасху? Воскресение Иисуса Христа, да. Потому что без этого, можно расходиться по домам. Вся суть, она в том, что Христос, Он не только умер, но Он и воскрес. Если мы не верим в воскресение или в воскрешение, что Христос, Он умер, и что мы воскреснем когда-то, в свое время, наша вера, она не имеет смысла. Зачем вообще все это? Аминь. Поэтому этот праздник, он так важен. И сегодня я бы хотел, в преддверии, знаете, поделиться словом, которое, в какой-то мере, оно касается этого события. И прежде чем я буду читать, поделюсь, давайте мы прочитаем Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 18 стих. Это то местописание, к которому мы будем обращаться. Итак,
Христос был распят, был погребен, он умер, его положили в гробницу. Представляете состояние учеников, да, там дальше написано, что они боялись, что их тоже схватят. Они прятались там по домам, запирали окна, двери и сидели в ожидании. В первый же день недели, с 1 стиха, первый день недели это воскресенье у евреев. Ну и в Америке, где-то в западном мире, во многих странах, неделя она начинается с воскресенья. У нас с понедельника, но чтобы вас не вводило здесь в заблуждение. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. И говорит им: унесли Господа из гроба и не знаем, где положили его. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И говорят они ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Она не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена, то есть женщина, да, что это ты плачешь, кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. Иисус говорит ей: Мария. Она обратилась и говорит ему: Равуни, что означает учитель. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я не восшел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Знаете, удивительная вещь, что люди, даже неверующие, они имеют надежду на то, что когда-нибудь наука, она дойдет до такого момента, что она сможет воскрешать людей. И состоятельные люди во все времена, знаете, есть такие прецеденты в истории. То есть кто-то там заморозил свое тело и завещал, что вот когда наука она дойдет, то есть меня разморозить и чтобы обратно. Но года идут, и есть несколько таких людей, они до сих пор лежат в своих гробах. Ничего не поменялось. Можно прийти и засвидетельствовать, что они там. То место Писания, которое мы читали, да, говорится о том, что люди пришли к гробнице, да, это была пещера, то есть, когда говорится здесь в синодальном переводе «к гробу», это не в нашем понимании, да, гроб, ящик деревянный, но его положили в пещере, в гробнице, да, в этом смысле. Они пришли, его там нет. Иисус, Он не остался там, в гробу. И есть свидетели этому, это то, о чем говорится, что были свидетели, которые пришли и увидели это. Знаете, как Павел писал? Давайте мы прочитаем. Первое послание в Коринфянам, 15 глава. С 1 по 8 стих. Он пишет здесь: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился к Кифе, потом 12, потом явился
более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть давно не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. О чем здесь Павел говорит? Что на тот момент, когда он писал этот текст, было более 500 человек, кому Иисус показался, да, после уже смерти, после того, как он воскрес. То есть его видели, как его распяли, его похоронили. И потом было 500 человек, большинство из которых еще были живы на тот момент, когда Павел он писал этот текст, которые своими глазами видели, которые были свидетелями. То есть это не голословные какие-то утверждения. Он говорит, что да до сих пор эти люди еще живы, которым он показался. Сначала он Кифе показался, потом там всем 12 апостолам, а потом еще более 500 человек. Но что интересно, в Евангелии от Иоанна, то, что мы вот читали, Иоанн, он сам как бы фокусируется, он говорит только о 3 людях, вот из этих 500. Кто засвидетельствовал, кто видел вживую воскресшего Христа. Сначала это был Иоанн сам. И Иоанн, он такой, это общепризнанно, это, он нигде не говорит, что, ну вот, Иоанн там был, да, он всегда относится к себе, когда мы в тексте читаем, что другой ученик, он говорит, либо он говорит, что ученик, которого Иисус любил, да, больше, так скромно о себе. Ну, не пишет, что Иоанн, но вот того ученика, который Иисус любил. Потом был Петр, и потом женщина, Мария Магдалина, да, из города Магдала, ну, в общем, 3 свидетеля было. И сегодня я бы хотел посмотреть вот на то, как вот эти вот люди, они пришли, они увидели, что гроб он пуст. И каждый из них, он отнесся к этому по-разному. И я бы хотел посмотреть и сделать какие-то выводы и применить это к нам. А как мы смотрим на это? Что для нас означает пустой гроб? И мы начнем с Иоанна. В этом тексте мы что читаем? Что Иоанн, он в это время находился с Петром. Чем-то они занимались, неизвестно. И Мария, она прибегает и говорит, что ребята, тело Господа украли. Его там нет, его вынесли. Да, это то, что мы говорим, что кто-то утащил тело. И они оба бегут. То есть, представляете, такие новости. Вот Христа распяли, его похоронили, приходит женщина и говорит, его там нет, гроб пустой. И они бегут туда, чтобы посмотреть и убедиться самим, да. Давайте мы еще раз прочитаем. Иоанна 20 глава, 4-5 стих. Они побежали оба вместе, но другой ученик, то есть Иоанн, бежал скорее Петра и пришел к гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. И потом дальше про него также 8 стих. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Интересная вещь, что вообще везде в Евангелиях, да, Петр, он всегда первый. Его имя, оно всегда первое. Когда все 12 апостолов, они перечисляются, имя Петра, оно всегда первое. Потом есть вот 3 ученика, такая эксклюзивная группа, которые были всегда с Иисусом. Куда бы он ни ходил, когда он воскрешал девочку мертвую, он их взял с собой, он взял их с собой на гору Преображения, других никого не брал. Потом, когда он был в Гефсиманском саду, и он молился отсюда, он уже знал, что ему предстоит, он знал, что его распнут, что он умрет, что будут мучения, и он взял только 3 этих людей. Это кто? Петр, Иаков и Иоанн. Везде, когда эти 3, они упоминаются, Петр, он всегда на первом месте также. Ему всегда уделяется. Петр всегда первый, Иоанн он последний. Здесь интересная вещь, что они стартуют, бегут. Но, видимо, у Иоанна были физические кондиции получше. Может быть, он был помоложе. В общем, он обгоняет Петра. Написано, да, что... И он прибегает туда первый. Он прибегает, просто заглядывает, видит там... вот эта материя, пелена, да, то есть как хоронили.
труп оборачивали, да, специальными пеленами, которые были пропитаны определенным составом. Ложили, то есть закрыли камнем. И что вот эти вот, кто во что заворачивали, это все там лежит, а его, он просто не стал заходить. Увидел, что вроде что-то лежит. И ждет, да? И Петр зашел, потом уже после него зашел Иоанн, хотя он прибежал первый. И интересная вещь написана. И увидел, и уверовал, и поверил. Но потом дальше, в 9 стихе, эта же глава, интересная вещь. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. В Ветхом Завете везде есть куча пророчеств, да, более 300 пророчеств. Иисус он исполнил, когда он жил и он совершал свое служение. Но здесь написано, что они не знали из Писания, что Иисус он должен воскреснуть. Вопрос, во что он тогда уверовал-то, если он даже и не знал? Если Иоанн он даже и не знал из Писания, он не понимал, что ему надлежит воскреснуть, во что он уверовал? Он уверовал в то, что ему, как и другим ученикам, говорил Иисус, пока он находился с ними. Он их учил об этом. Он им говорил, что ему надлежит воскреснуть. Он вспомнил это. Давайте мы посмотрим. Например, Марка, 8 глава, 31 стих. Здесь говорится, что про Иисуса. «И начал учить их, то есть учеников, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и потом, и в 3-й день воскреснуть». Опять же, Марка, 9 глава, 31 стих. На одну главу вперед тоже 31 стих. Говорится, что Иисус, он опять говорит своим ученикам. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в 3-й день воскреснет». И когда Иисус, он уже шел в Иерусалим, в самый последний раз, да, он опять говорит своим ученикам, это Марка, 10 глава, 33-34 стих. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его насмерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в 3-й день воскреснет». Мы видим, что Иисус, когда Он был со своими учениками, то есть помимо всего прочего, со всех учений о Царстве Небесном, все, что Он им говорил, Он снова и снова пытался донести до них мысль, что Ему предстоит умереть, но могила, она Его не удержит. Что на 3-й день Он воскреснет. Вы только вот представьте, что вот вы, например, ученик Иисуса, один из 12, и вы с Ним ходите, и Он вас учит. И Иисус, Он имел такую привычку, Он говорил притчами часто. И ты спрашиваешь, Он говорит, там, неразумные, там, не понимаете, там, еще что-то. И здесь Он говорит, что меня убьют, я умру и на 3-й день воскресну. Я не знаю, как ученики они это воспринимали. Может быть, они, Господь опять иносказательно как-то говорит, может быть, это какая-то притча, как вот там, это хлеб, да, это тело мое, которое будет ловимо, ешьте его. То есть, что это означает? Здесь Он говорил, что я воскресну на 3-й день. Они, может быть, как-то это воспринимали, но до них не доходило вообще, что это в буквальном смысле, в прямом. Что Он умрет физически, и Он потом воскреснет. И когда здесь Иоанн, он прибегает, он заходит, и он видит, что вот эти вот обертки, они лежат. Плат, это вот, платок написано, да, вот, которое, то есть тело, оно в одно заворачивалось, голова там в другое, вот там платок какой-то был. И он там особенным образом свернут, и вот он лежит, как будто тело, оно раз исчезло, и он это все увидел, и он вспомнил, о чем учил его Иисус, и он поверил в это.
Написано, что он уверовал. Он увидел и уверовал. Вы следите за моей мыслью? Я вас еще не утомил? Хоть улыбки как-то вроде, значит, нормально. А то я стою, такой руками машу, что-то говорю, все такие сидят. Я такой думаю, может, я уже это... Мультик смотрели про удава К? Ближе. Кольца такие. Такое чувство, что... Я же вас не гипнотизирую, нет? Итак, Иоанн, он вспомнил, о чем учил Иисус. То есть он уделял внимание его учению. Может быть, он не знал, он не был таким ученым, он не знал всех пророчеств, которые были написаны в Ветхом Завете, которые говорили о воскрешении Христа. Но он знал самого Христа, он знал самого Иисуса, и он поверил в то, что тот говорил. Он вспомнил его слова. Он говорит, что я воскресну. Но интересная вещь. Иоанн, он сам писал это послание, и поэтому он, пишет, что вот этот ученик, он увидел, и он поверил. Но нигде не говорится, что он пошел и кому-то рассказал об этом. Что он поделился этой новостью. Почему нет? Не написано. Может быть, потому что он чувствовал, он сам поверил, но он думал, у меня доказательств нет, вот таких. Сам я его еще живым не видел. И вообще его никто не видел. Вот он воскрес, его просто тела нет. Но он уже в тот момент поверил. Но он уверовал. Знаете, в отличие от него, когда описывается реакция Петра, когда вот он, там не написано, но вот прям такое чувство, что Петр, он как-то вроде как не поверил даже. Вообще ничего. Давайте мы посмотрим. Вот Евангелие от Иоанна, 20 глава, 6-7 стих. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его. Не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. И все, потом дальше там про Иоанна и так далее. И потом, и так ученики опять возвратились к себе. Не написано вообще ничего. Чувствовал ли что-то Петр? Была ли у него какая-то реакция? Сказал ли он что-то вообще по этому поводу? Когда он увидел, что гробница, она пуста. Он просто пошел домой. Более того, что интересно, ни в одном из Евангелий, которые вот вообще, 4 Евангелия у нас, которые описывают это событие, и нигде не написано, что Петр, он вообще поверил в это. На данный момент, когда вот он увидел пустую гробницу. Когда вот он пришел, он увидел, что там пусто. Что, он не поверил, что Иисус, он воскрес из мертвых. Почему? Вы понимаете, что здесь такая поляна для спекуляций, то есть мы можем только домысливать. Здесь не написано точно, и нельзя утверждать однозначно об этом. Но факт остается фактом, что нигде не написано ничего про Петра. Почему Петр, он также пришел, он увидел, вот они пелены, но написано, что Иоанн, он увидел и уверовал. Он сразу все вспомнил, и он поверил, да, Христос, он воскрес. Хотя он его еще самого не видел, живого. Он видел, что там лежат эти пелены. Вот, представьте, если предположить, что тело Христа его просто взяли и украли, вынесли оттуда. Ни один похититель, я не знаю, как это, расхититель гробниц, он бы не стал заморачиваться и снимать все пелены, которые было тело. Представляете, все тело, оно промаслено и завернуто в это. И все развернуть, там сложить, с головы все, потом каким-то образом и там положить. Скорее всего, если бы кто-то похищал тело, вынести, там что-то, взяли бы и вынесли, и все.
Здесь это все лежит. Ну, как бы какое-то свидетельство, тем не менее, оно есть. Как в пользу того, что Он воскрес. Знаете, я такой интересный взгляд тут видел у проповедников, вообще у богословов. Почему у Петра она была такая реакция? Вы помните, что произошло перед тем, как Иисус он был распят? Когда в Гефсиманском саду его предали, да, Иуда. Вы помните, да, то есть была ночь. Иуда Искариот, он привел римлян. Или это были не римляне? Это были слуги первосвященнические, да, которые сначала его схватили, то есть они были вооруженные, и они должны были его туда привести. Но все люди, они в темноте особенно, они выглядят приблизительно одинаково. И они не знали, кто такой Иисус, поэтому Иуда, он его поцеловал. И была такая уговоренность: тот, кого я поцелую, того и хватайте. Да? Они его схватили, Петр там пытался защищаться, вооружился до этого мечом, но ничего не сработало. Его хватают ученики, они разбегаются. И они боятся, что его схватят, да? Их также могут схватить. Петр, он с кем-то там пробирается во двор первосвященнический, потому что кто-то там знал слугу. И когда он там находится, он что? Он отрекается 3 раза, прежде чем там петух пропоет дважды. Это написано в Евангелии. И написано, что когда он это сделал 3-й раз, и там петух опять запел, он сидел и плакал. Потому что он вспомнил, что ему Иисус сказал: прежде нежели пропоет петух дважды, да, ты 3 отречешься от меня. И он сидел, и у него слезы были. И знаете, вот есть такая версия, что вот потом вот его распяли еще после всего этого. И здесь перед этим мы читаем, что ученики, они сидели запертые. Они боялись, что их также могут схватить. И они вообще не знают, представляете, вот Господь, Он ходил, Он учил, Он говорил, что я царь мира, я там царь Израиля, и что все такие вещи, и вот все. Его схватили, его казнили, а Петр еще и 3 раза отрекся от него. И Петр чувствует вот это, знаете, что Господь, Он его не простит. Что я так накосячил, я извиняюсь за это слово, ну, я такого натворил. Я 3 раза от него отрекся, и что Иисус, Он как бы, ну, наверное, Он не будет меня так любить. Я же отрекся от Него. И вот эта вот ложь, которая посеял в него дьявол, в том числе, да, что Иисус, Он его не будет любить из-за того, что он отрекся, она мешала ему принять вот саму мысль. Вот он прибежал, так, гроб пустой. Но из-за того, что у него есть вот эта вот нелюбовь, он думает, что я не любим, то есть Христос, Он не сможет меня так любить, потому что я отрекся от Него. Она мешала ему: ну, какая мне разница? Ну, воскрес даже если. А мне-то что толку? В отличие от него, то, что мы видим, Иоанн, он точно знал, что Иисус, Он его любит. Снова и снова он везде описывает себя, как вот 23 стих, ну, давайте, Иоанна 13 глава, 23 стих. Он пишет про себя: один же из учеников его, которого любил Иисус. Иоанн, он точно знает, что Иисус, Он его любит. Он даже под сомнение это не ставит. Именно Иоанн написал 3:16, да? Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Для него вообще вопросов нет. Он четко переживает, он знает, что Иисус, Он меня любит. Но для Петра проблема была в том, что он поверил, что он наделал вот таких вот вещей, и что Иисус, Он его снова не сможет полюбить. И поэтому воскресение для него оно стало бессмысленным. По крайней мере, это то, как он думал. И пока Петр, он не осознал, да, что он был неправ, потому что Иисус, Он на самом деле любил его. Независимо от того, что он сделал. И пока он это не осознал, вот он постоянно боролся
самой вот идеи, воскресение, не воскресение, было, не было. И он также никому не говорил об этом. Не написано, никаких свидетельств нет, что Петр, он пошел и рассказал, что Христос, Он воскрес, братья, благая весть. Нет такого нигде. То есть очень похоже, что он даже не поверил в это. Может быть, там кто-то, там римляне, они взяли, там вынесли. Мы можем оперировать фактами. Ни Петр, ни Иоанн, они не сказали никому. Но Иоанн при этом, он поверил. Потому что он знал точно, что он любим Христом. Последний персонаж в нашей истории — это Мария Магдалина, написано. И кажется, что это такой какой-то, незначительный персонаж в этой истории. Почему я так говорю? Потому что Петр и Иоанн, апостолы, ученики Христа, там, Симон Петр, ты камень, на котором я воздвигну церковь мою. Иоанн — это ученик, которого Иисус любил больше. Значительные люди, важные. Так или не так? Кто она такая? Знаете, я посчитал места Писания, вот конкретно в этой истории, где имеется в виду история про воскрешение, где каждый из них упоминается. Петр упоминается в 6 стихах, Иоанн упоминается в 4, а Марии Магдалине достается 10. Как этим обоим вместе взятым. Имеется в виду во всех Евангелиях. Почти все стихи, которые описывают воскрешение Христа, они включают Марию Магдалину. Она появляется в каждом Евангелии. Каждое Евангелие ее упоминает. При этом Матвей, Марк и Лука, они говорят, что там еще и другие женщины были вместе с ней в гробнице. Но в каждом Евангелии Мария, она упоминается первая, что именно ей. И даже во время распятия, когда была сама казнь, когда там появились женщины, не мужчины. Мария, она была там. Кто эта женщина вообще? Кто она такая? Знаете, нам на самом деле не так много известно про нее. Она упоминается только всего лишь в 3 случаях. И в Евангелии от Марка, 16 глава, 9 стих, говорится следующее. Воскреснув рано в первый день недели, так обыденно, да? Как вот я встал рано в первый день недели здесь. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, и здесь, из которой изгнал 7 бесов. Когда-то до этого Он исцелил ее, да, Он изгнал из нее 7 бесов. Все. Вот как бы весь бэкграунд про нее. Про то, что из нее было также изгнано до этого 7 бесов, также упоминается в Евангелии от Луки, 8 глава. И там также говорится о том, что она помогала, она поддерживала своим имением, то есть деньгами служение Христа, как и другие женщины. Давайте мы вообще прочитаем. Вот Евангелие от Луки, 8 глава, 1 и 3 стих. После сего он проходил по городам и селениям, про Христа говорится, проповедую, и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Двоеточие, да, и там. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Все, что мы знаем о ней, да, это то, что когда-то Иисус молился за нее, она получила исцеление, из нее вышло 7 бесов, и то, что она служила тем, что она поддерживала его служение, да, своим имением, как и другие женщины. Давала деньги, давала еду, еще что-то, кров.
Наверное, многие из вас вы слышали. Я помню, у нас, когда вроде бы неверующие, это всякие песенки были про Марию Магдалену. И есть всяческие инсинуации, так скажем, что она была женщиной падшей, что кто-то проводит параллели, что это вот та женщина, когда говорится, что когда Иисусу привели к нему женщину, которая была поймана в прелюбодействии, да, и что это вот она. Кто-то проводит параллели, что потому что вот этот город Магдала, или как-то он назывался, ну, вот по историческим данным, то есть на самом деле он был, ну, у него была такая дурная слава, что там были женщины, как говорит наш президент, с низкой социальной ответственностью. И вот что, вот она одна из них, но на самом деле это все домыслы. Вот прямо, знаете, вот прямых, ну не говорится об этом в Писании. Это надо иметь прямо такое вот большое воображение, чтобы вот как бы провести параллели. Вот все, что про нее написано, это вот это. И на самом деле это вот пошло, я просто начал копаться в этом. И я так понял, что римский папа Григорий какой-то, их там несколько было, то ли 11-й, то ли 12-й, он в своей проповеди вот первый раз как бы провел параллели, вот сказал, что вот эта женщина, это там кто-то, и вот с той поры пошло-поехало. Как бы, да? Но на самом деле мы больше ничего про нее не знаем. Мы знаем только то, что когда-то Иисус, Он прикоснулся к ней, к ее жизни. Она получила исцеление. То есть что-то драматическое произошло. Ну, представляете, если 7 бесов в ней было, ну, наверное, человек был не свободный. Тут если один-то бес в ком-то, человек, он мучается, и непонятно, что происходит. Здесь она получила освобождение, и с той поры она была верной последовательницей Христа. Вы знаете, такое бывает, когда она была первая, кто был вообще к могиле, кто пришел. Вот самый первый стих, который мы читали в этой главе. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Она приходит, и вот, то есть, вы знаете, да, что камнем этим привалили вход, чтобы никто его не мог сдвинуть, чтобы ученики, они не украли, да, чтобы потом не говорили, вот он воскрес. То есть римские власти, они были озабочены этим также. Но то, что я хочу сказать, она была посвящена вообще. Она следовала за Господом, она была при распятии, она сюда прибежала. Знаете, вот когда человек, вот, из моего опыта просто, как Иисус, Он говорил, что кому прощено много, тот и любит много. Когда у тебя все хорошо было в той жизни, и ты получил спасение, ты принял Христа, ну ты ценишь, ты любишь, да. Но не так, как тот, кто умирал, у которого было все плохо, и он получил освобождение. Вот ему ты можешь все что угодно говорить. Я знаю то, что я получил. Поэтому ты можешь там хоть чего там не рассказывать. Вы понимаете, да, о чем я? Вот она была из таких женщин. Она получила освобождение, и она первая пришла, написано, еще темно было. Во сколько светает? В 6, в 5. То есть она пришла, еще темно было. Камень был отвален, написано, да? Она заходит, гробница пустая, и она просто, вы знаете, вот, без всяких там теологических измышлений, ну, украли. Нет, ну, какая еще реакция может быть? Либо мерзкие римляне, либо еще кто-то, да, они просто, наверное, первосвященники там, в смысле, слуги его. Неизвестно. И она идет, да, и она сразу рассказывает, вот, идет к Петру и к Иоанну и говорит им. Дальше потом говорится, что когда она вернулась, и вот она все горюет еще об этом, она переживает, и она даже не знает, ну, я так понимаю из текста, там было 2 ангела сидело, и она с ними разговаривает, и она даже не понимает, что это ангелы. Они спрашивают: женщина, что ты плачешь, кого ты ищешь?
А потом после этого, 14-15 стих, сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: жена, что ты плачешь, кого ищешь? Она думает, что это садовник, который там вокруг гробниц, да, убирается. Говорит ему: господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его. У нее все просто вообще в разуме. Если ты его вынес, скажи мне, я его заберу обратно. Если его украли, скажи мне где, я выкраду обратно. Все ясно и просто для нее. Она готова делать все, что угодно для того, чтобы почтить Христа, чтобы оказать ему почести в нормальном погребении. А потом, 16 стих, Иисус говорит ей: Мария. И тут она его узнает, да, она обратилась, говорит ему: Равуни, что означает учитель. Иисус, 17 стих, Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Я не знаю, что Иисус сделал, да, чтобы она поняла, что это Он. То есть, может быть, Он обратился так к ней. Мария, она ясно разглядела. Написано, еще темно было. Здесь она понимает, что это Он. Но когда она поняла, что это Он, я представляю, если она везде ходила за Ним, и там по распятию, там, когда было, оплакивала, и здесь она пришла первой, и здесь Он живой. И Он говорит: не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Отцу. То есть она была готова просто там его: я буду с тобой. Но она послушается, да, она слушает то, что Он ей говорит, и говорит, что она отпускает его и идет, 18 стих. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Он ей говорит: иди и скажи ученикам, да? Еще не утомилась. Я уже закругляюсь, я уже подхожу, я понимаю, что так намазано, но мы до этого посмотрели на двух великих мужей, братьев, апостолов. Здесь мы смотрим, что нам вообще вся эта ситуация говорит о Марии. Прежде всего, с одной стороны, это говорит о том, что она не была такой важной персоной. Всего в 3 местах она упомянута, да? Стихов много в разных Евангелиях, но в 3 случаях. Здесь говорится, что из нее изгнали бесов, и что она поддерживала служение Христа. Потом про нее говорится, когда она была у креста, во время распятия, и потом здесь она у могилы. Все. 3 случая. Больше нигде в Писании про нее ничего не сказано. И мы мало что знаем вообще, кто такая женщина. Что она сделала. Она не писала никаких огненных проповедей. Книг не написала. Канала у нее на YouTube не было знаменитого, которого можно было бы читать. Вы понимаете? Она просто появляется и потом как бы исчезает. Но вы знаете, именно это, оно подтверждает вот ту мысль, которую я всегда верил, которая есть в Писании. Бог, Он использует людей, которые другие люди считают неважными абсолютно. Они считают их незначительными. Да кто такой вообще? Бог, Он использует таких людей для того, чтобы делать важные вещи. Марка 16 глава, 9 стих. Воскреснув рано и в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. О чем это говорит? Вот Иисус, Он, как здесь написано обыденно, в первый день недели воскрес, и Он не пошел к Петру
к тому камню, скале, на которого потом воздвигнет церковь. Он не выбрал никого-то из других учеников, мужей умных, знатных. Он пошел и показался Марии Магдалине, написано. Те были важные мужи. А он показывается той женщине, про которую мы даже не знаем ничего толком. И именно ее он потом отправляет для того, чтобы она пошла, даст поручение. Иди им и расскажи, что ты меня видела, и скажи, что вот мы там-то где-то там встретимся. Знаете, я хочу вам раскрыть секрет. Для Бога самым важным является тот человек, на которого он может положиться, что этот человек, он сделает то, что Бог его попросит. Самый важный человек для Бога — это не тот человек, который знаменит, у которого денег много, у которого связей куча. Самый важный человек для Бога — это тот, которого он попросит, и он знает, что этот человек пойдет и сделает. Послушание хочу больше, да, нежели жертвы. В этом весь секрет. Все, что мы узнали, да, вот сейчас, как бы, когда вот рассуждали, если эти рассуждения не верны вот по поводу Петра, что вот это вот он переживал, знаете, вот это неприятно, он думал, что Господь меня не любит. Я же отрекся от Него 3 раза. Еще какие-то вещи. Здесь обыкновенная женщина просто, которая была предана, и которая здесь, она была идеальным кандидатом на эту роль. В этом весь секрет. Бог, Он ищет тех людей, которые Он может, Он знает, что я попрошу, человек пойдет и сделает. И этот человек, он важен. Матфея, 28 глава, 10 стих. Иисус говорит ей, Марии и другим женщинам, которые были с ней. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Бог использовал неважного человека, да, в глазах людей для того, чтобы сделать важную миссию. И во-вторых, помимо всего того, что я говорил, что вот она там кажется вроде бы неважной, такая вот она незначительная, но на самом деле она была важным человеком. Она была важным человеком для Бога. Она упомянута во всех Евангелиях, которые есть. И она показана как женщина, у которой есть смелость и вот такая вот, знаете, целеустремленность. Вот если она, когда Иисус, Он ее освободил, она приняла решение следовать за Ним, ничто ее не остановит. Я думаю, вы встречали таких женщин, знаете, у которой есть цель и миссия. Горе тому человеку, кто встанет на пути. Снесет все. Это про тех написано, что коня на скаку остановит, в горящую избу войдет и так далее. Потом блинчиков напечет. А мужи великие, знатные, Петр, Павел, они сидели дома, запершись. Дверь закрыта, окна забаррикадированы. И дрожали в этот момент. Господь умер, все пропало. И за нами придут. И мы там будем. Но не эта женщина. Она была им у креста, не боялась. И она идет первая рано утром к гробу, к гробнице. Никто ее не остановит. До такой степени, что она готова выкрасть его, да, обратно, или там забрать его. Богу нравятся такие люди. В заключение я просто хочу сказать, что мы посмотрели, да,
Как Иоанн, Петр и Мария, они пришли, они увидели пустую гробницу, и вот их реакция. Что вообще произошло у каждого. И вот тот вопрос, который я хочу, чтобы каждый из вас задал себе. А вот ты, вот из этих трех, с кем ты разделяешь позицию? Ты пришел, и ты знаешь, что гробница, она пуста. Может быть, ты как Петр? Ты понимаешь, что я такого натворил в своей жизни, даже уже после, может быть, того, как покаялся. Я не чувствую, что Иисус, Он любит меня. Я уже отрекся от Него. Может быть, ты сделал что-то такое, что у тебя чувство стыда вызывает. Ты не чувствуешь, что Он тебя любит, что Он заботится о тебе. Петр, он понимал, что да, Иисус, Он, скорее всего, воскрес. Он просто не хотел говорить об этом. Что-то его удерживало. Он не думал, что Иисус, Он любит его. Может быть, тебя что-то удерживает от того, чтобы говорить вообще о Христе. Может быть, ты то же самое переживаешь. Может быть, чувство стыда, чувство вины, оно тянет тебя назад. И ты не переживаешь любовь Христа. Если это так, я хочу тебе сказать, что это ложь. Иисус, Он любит тебя, независимо от того, что ты сделал. Именно поэтому Он и умер на кресте. За тебя. Но фишка в том, что если ты не переживаешь Его любовь, то ты не будешь делиться новостью о Нем. Если ты не переживаешь, если ты думаешь, ну вот я там недостоин, ты думаешь, что это все про тебя, но на самом деле вот эта вот вина, чувство вины, оно удерживает тебя от того, чтобы делиться, чтобы рассказать о Нем. Если ты вот переживаешь такие вот борения какие-то, тебе нужно знать, что Он любит тебя, и Он заботится о тебе. Итак, ты как Петр, или может быть ты как Иоанн? Ты четко знаешь, что Иисус, Он любит тебя. И ты готов делиться новостью. Но ты не делаешь этого. Мне кажется, это вот, знаете, вот та позиция, как мне кажется, опять же, вы понимаете, да, что это просто размышление. Но факт остается фактом. Написано, да, Иоанн сам про себя написал. Увидел и уверовал. Но нигде не написано, что он пошел и поделился этой новостью. Может быть, потому что он чувствовал, что недостаточно доказательств еще. И пока у меня нет доказательств, вот я как бы подожду, делиться не буду. И на самом деле, нормально это. Если ты ждешь каких-то доказательств. Ненормально то, что если ты свыкаешься просто с такой вот позицией, и ты не ищешь этих доказательств, ты просто вот когда-нибудь что-нибудь там будет, и я пойду, и я буду что-то делать. Но если ты сам не ищешь, не читаешь, это называется просто лень. У тебя никогда тогда доказательств не будет. Если ты просто на расслабоне, на диванчике телевизор смотришь, или может сейчас молодежь не телевизор, а ютубчик, или там соцсети, по уютным ложикам лазишь. Это нормально, но не все время. Если это так, то как ты можешь сказать, что ты переживаешь любовь Христа, и что ты любишь Его в ответ? Если ты просто сидишь и ты сам не прилагаешь усилий для того, чтобы найти доказательства для себя. Я понятно говорю? Да? Если ты, нет доказательств, найди. Я хочу знать все. Кто этот воскресший Спаситель?
Ищи. Знай. Потому что если ты не знаешь чего-то, то ты не можешь этим поделиться. Вы понимаете? Как ты можешь поделиться тем, чего ты не знаешь? Итак, ты как Петр, который переживал, что Иисус его не любит, или ты как Иоанн, который знает, но не делает, или ты как Мария Магдалина. Может быть, ты чего-то там не понимаешь, все вот эти пророчества, которые были про Христа, что ему надлежит воскреснуть. Но тебе не нужны никакие доказательства, как Иоанну. Ты просто любишь Иисуса, и никто тебя не заставит замолчать. Потому что ты пережил что-то. Знаете, Христос, Он сказал, что будьте как дети. Вот здесь мне Мария, она напоминает от ребенка. Все ясно и четко. Есть Иисус, я Его люблю, и я буду говорить. И всякие заумности ей вообще не нужны. Может быть, ты как Мария, такой же смелый, и ты уверенный. Как Мария, ты готов пойти и делать все, что необходимо для того, чтобы поделиться той благодатью, которая у тебя теперь есть в жизни. Вы понимаете? Когда взять вот этих вот 3 человек, я не пытаюсь умолить апостолов Петра и Иоанна. Но характерный пример, как я говорил, что, знаете, для какой-то конкретной ситуации здесь вот, казалось бы, незначительный, неважный абсолютно человек для людей. Он был важен для Бога, и Бог его использовал, и Бог он так делает. Он не ищет людей, у которых куча способностей, которые там могут чего-то сделать, и такие могущественные. Он ищет тех людей, которым он просто скажет, они пойдут. И благодать Божия, она будет с ними. Он будет им содействовать, потому что они послушались. Аминь. Аминь. Я понятно говорил? Да. Потому что по реакции как бы так не... Ну, знаете, я такую вещь интересную обнаружил. Немножко перескочу сейчас. Я просто, когда был в Белгороде, я проповедовал проповедь первый раз в жизни, 3-й раз. То есть, потому что, когда ты проповедуешь в церкви, ты проповедуешь каждый раз по-новому. И это всегда как-то, что-то обкатывается, да. Потом я проповедовал эту проповедь в Нерюнгри. Я понял, что это гораздо лучше уже, да, то есть что-то там выкристаллизовывается. А потом, когда было в Белгороде, там было вообще круто. И когда я понял, что, знаете, как кто-то сказал, это как самый изюм, выбираешь все самое ценное. То есть что-то обкатывается такое, поэтому, когда первый раз, как поле такое, знаете, на ком обкатывается. Поэтому, когда к нам приезжают проповедники, слушаешь, так думаешь, как здорово, да, так все подготовлено. Потому что уже не первый раз. Потому что уже это обкатано на ком-то. Вот, и... слава Богу. Хоть за что-то, да? Давайте мы поднимемся на наши ноги. Я надеюсь, что я пытался донести какую-то мысль, и что я смог это сделать. И если Господь, Он коснулся вас чем-то, может быть, давайте мы помолимся. Хорошо? Знаете, как пастор Крис говорил в конце. Обычно я раньше ввел в молитве, но у него была такая фраза, он говорил, что если вы в конце проповеди не знаете, о чем помолиться, значит, я плохо проповедовал. Может быть, ты находишься как Петр, у тебя есть какие-то опасения, что Иисус, Он не любит тебя больше. Откажись от этого. Потому что это неправда. Будь уверен. Может быть, ты как Иоанн, ты знаешь, что Он тебя любит, но ты не делишься благой вестью с другими людьми. Может быть, ты ждешь еще каких-то доказательств. А может быть, ты как Мария. Будь как Мария в этом. Она хороший пример для подражания. Аллилуйя, Господь. Я прошу Тебя, Господи, коснись каждого. Пусть Твоя благодать она будет над каждым человеком в нашей церкви. Господи, дай нам быть похожими здесь на Марию, быть простыми в своих размышлениях и
быть, правда, как детьми. Научи нас слышать Твой голос и послушаться, знать Твою волю. Аминь. Я хочу спросить, если, может быть, у нас есть люди, которые ни разу не молились молитвой покаяния, вы не принимали Иисуса Христа как своего Господа